Молодежь – это самое ценное, что есть в нашем обществе. Это сила, которая движет нашу страну вперед. В Инте произошло важное событие. Учрежден молодежный совет при главе муниципального округа, объединивший 15 активных и энергичных интинцев. Это представители самых разных профессий и сфер, но всех их объединяет одна общая миссия – создание возможностей для молодежных инициатив в социальной, экономической и общественно-политической сферах. На первом заседании молодежного совета, которое состоялось 12 февраля в администрации муниципального округа, был сформирован руководящий орган данного объединения. По итогам голосования председателем молодежного совета избран Михаил Ярин. Его заместителем стал Андрей Федорко, а секретарем Екатерина Валей, которая также представила цели и задачи сообщества. Основная цель деятельности молодежного совета является обеспечение взаимодействия между администрацией города, общественными организациями и объединениями и другими организациями по вопросам реализации государственной молодежной политики на территории города Инты. Задача молодежного совета – это разработка предложений по стратегическим вопросам государственной молодежной политики и формирование приоритетных направлений ее реализации на территории муниципального округа Инта. Содействие повышению социальной активности молодежи, создание условий для проявления инициатив молодежи на территории города Инты. Также привлечение молодежи к участию в социально-экономической, культурной жизни муниципального округа Инта, содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проведение социально значимых молодежных мероприятий на территории города Инты. Основным результатом совещания стало рассмотрение предложений по народным проектам в сфере молодежной политики в рамках пилотного проекта «Молодежное инициативное бюджетирование». Интинский филиал Воркутинского арктического горно-политехнического колледжа представил проект «Живи, родник». Учащиеся специальной коррекционной школы номер 43 проект «Чистый город». Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Денис. А меня Кирилл. Мы ученики 9 и 8 класса школы номер 43. Также мы занимаемся в объединении «Занимательная астрономия» Центра нешкольной работы. А еще мы будущие участники летнего трудового отряда, про котором в нашем городе все знают и называют отрядом мэра. Мы занимаемся тем, что чистим наш город от грязи после зимы, от мусора, обломанных веток и прошлогодней травы. Участие в уборке города после зимы – ежегодная традиция отряда мэра. Мы работаем на улице Горького, Мира, Куратова. В районе площадей Комсомольская, Ленина, Кирова. Возле памятников Клятва, Взрыв Чайковского в городском парке. Большое удовольствие доставляет вид чистых улиц, зеленеющих газонов, цветов на клумбах. Наш проект «Чистый город» решает проблему накопления мусора на улицах, площадях, парках и по берегам реки Большая Инта. И заключается в активном участии подростков и молодежи в уборке и улучшении экологической обстановки своего города. Прихватив грабли, метлы и лопаты, мы приводим в порядок площадки, тротуары, скапываем клумбы и сажаем цветы. Однако для работы мало одного желания. Необходимы также инструменты, мешки для мусора и средства защиты и гигиены. Инструменты часто ломаются, перчатки рвутся, а от пыли необходимо использовать одноразовые маски или респираторы. Мы посчитали, сколько необходимо инструментов, мешков для уборки в объемах прошлого года. Затем посчитали, сколько средств защиты нам понадобится. Узнали, сколько все это стоит. И составили список расходов. Если у нас будет необходимый запас инструментов и мешков для мусора, то мы все вместе штурмом возьмем эти мусорные кучи, остатки снега, прошлогодней листвы и травы. Все это скребем, упакуем и отправим на свалку. Пусть наш любимый город переливается в солнечных лучах, как драгоценный камушек среди городов России. Спасибо за внимание! Среднеобразовательная школа номер 8 представила проект, направленный на развитие конструкторского мышления, творческих и инженерных навыков у школьников с использованием конструкторов Лего. Мы представляем наш проект «Лего в школу». В современных условиях роль робототехники стала значительно важна. Это направление достаточно содержательное, что позволяет активно включать робототехнику в образовательный процесс и воспитательный процесс. Робототехника представляет собой уникальное образовательное пространство с безграничными возможностями. Есть такие конструкторы, из которых можно делать настоящих роботов. Роботы – это не только интересно, но и очень познавательно.
Необходимость данного проекта вызвана тем, что в современном мире роботы применяются практически во всех сферах жизни людей. В медицине, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, авиации и военной промышленности. А занятия в кружке робототехники развивают творческое и логическое мышление, мелкую моторику, повышают мотивацию к обучению, открывают новые возможности для выбора будущей профессии, помогает найти друзей и единомышленников. У меня был проект «Лего в школу». Инициатором был и я, и ученики нашего кружка робототехники в школе номер 8. В этом всем нам помогла наша преподавательница Елена Витаса, то есть преподаватель кружка нашего. Над данным проектом мы трудились довольно долгое время, месяцев 5, но это очень было интересно, и вместе, коллективное время, очень хорошо провели его. Наш проект очень интересен тем, что этими наборами Лего мы можем создать профориентационную среду, прошу прощения. То есть дети могут заниматься у нас в кружке робототехники и уже знать, на какую профессию они могут пойти. То есть уже осознавать свои потенциалы. Гимназия номер 2 разработала инициативу по созданию интерактивного пространства «Цифровая медиазона школьного музея». Это мультимедийная платформа, которая делает историю живой и тем самым способствует повышению качества образовательного процесса и более глубокому пониманию материала. А что, если история сможет говорить? Что, если мы услышим голос ветерана или увидим экскурсию по достопримечательностям нашего города на большом экране? На базе гимназии успешно реализует свою деятельность школьный медиацентр «Дети в кадре», и мы являемся его активистами. И у нас уже есть готовый видеоконтент. Например, интервью с Валерией Терентьевной Щербель, ребенком блокадного Ленинграда, который живет в Инте. Ролик про водонапорную башню, одну из главных достопримечательностей нашего города. Материалы о героях специальной военной операции, ветеранах Великой Отечественной войны, история гимназии. Для съемки видеосюжетов мы используем камеры, микрофоны, свет, программное обеспечение для монтажа. Более того, недавно наша команда выиграла грант и закупила современное оборудование. Цель нашего проекта – создание в школьном музее наследия «Связь поколений» современной цифровой медиазоны для визуализации исторического и культурного наследия Республики Коми через видеоконтент, созданный самими учащимися. Воспитанник муниципального центра военно-патриотического воспитания защищал проект «Единым строем», а заведующий отделом инновационно-библиотечной деятельности Центральной библиотеки города познакомила присутствующих с проектом «Интерактивная интеллектуальная игра «Общий знаменатель». Все инициативы были уникальными и отражали различные мероприятия, направленные на улучшение условий жизни юных интинцев, поэтому единодушно получили поддержку Совета молодежи. А главное, в случае прохождения конкурсного отбора каждый из них получит финансирование. Согласно пилотному проекту «Молодежное бюджетирование» постановления правительства Республики Коми 252, в рамках проекта выделяется республиканский бюджет в размере 100 тысяч рублей на один проект. Также должно быть софинансирование местное, получается, в размере 10% от 100 тысяч рублей. Администрация города Инты подготовит пакет документов по проектам молодежным, которые были сегодня рассмотрены в Министерство молодежной политики Республики Коми. И они уже будут решать, какие проекты выиграют и получат республиканскую субсидию. До 30 марта 2026 года Министерство по молодежной политике Республики Коми выберет проект, который пройдет в рамках пилотного проекта «Молодежное бюджетирование» на территории города Инты. Молодежный совет начал работу с хороших инициатив. Пожелаем ему удачи в работе на благо юных интинцев.